9 марта средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,64 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют $1 США от 10,91-30 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,64-53 до 11,84 сомони, 1 российский рубль от 0,1440 до 0,1470 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром стабильны. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса на фоне рисков рецессии и заявления Федеральной резервной системы США, обращая внимание и статистику по запасам в стране. Цена на нефть марки Brent составила $82.68 за баррель, марки ВТИ $76.67 за баррель. Стоимость золота в четверг утром стабильна на уровне чуть ниже $1820 за тройскую унцию. Инвесторы оценивают планы ФРС США по учетной ставке, которые могут повлиять на курс доллара. Доходная часть государственного бюджета Таджикистана за первый месяц наступившего года перевыполнена на 230 миллионов сомони, это $22,3 миллиона. Общий объем госбюджета в январе 2023 года составил свыше 3,2 миллиардов сомони, что на 7,7% больше уточненного плана, об этом сообщает Министерство финансов страны. В январе минувшего года бюджет был перевыполнен на 7,1%, а вместо плановых 1 миллиарда 970 миллионов сомони главный кошелек страны получил около 2 миллиардов 120 миллионов сомони. Превышение плановых показателей в январе текущего года объясняется в первую очередь ростом налоговых поступлений в бюджет, в частности за счет налога на доходы, НДС и акциза. Отметим, что за последние годы доходную часть бюджета страны систематически не удавалось выполнить в первой половине года из-за недобора налоговых поступлений в начальные месяцы. С января 2022 года заработал новый налоговый кодекс, где более щадящие ставки по некоторым налогам. Например, стандартная ставка НДС, которая образует более 40% налоговых поступлений бюджета, снизилась с 18 до 15%. Независимый специалист утверждает, что снижение налогового бремени стимулирует увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет вывода бизнесом своих доходов из тени. Перспективы развития сотрудничества обсуждены на встречах министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизуда с председателем управления по инвестициям Катара Мансуром бин Ибрахим Аль-Махмуда, основателем Международного исламского банка шейхом Али Абдуллой Сони Аль-Сони, а также с председателем Совета предпринимателей Катара и директоров группы компании Фейсал Холдинг шейхом Фейсалом бин Касимом Оли Сони. Как сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли, встречи проходили в рамках 5-й конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам под названием «От потенциала к процветанию». На встречах рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Катаром, привлечения дополнительного капитала в приоритетные проекты национальной экономики, в том числе в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и экспорте, а также полное использование ресурсов и возможностей обеих стран. Следует отметить, что в конференции приняли участие представители более 46 стран мира и влиятельных международных организаций. Землетрясение в Турции, которое произошло 6 февраля, нанесло стране ущерб в $80 миллиардов. Такую цифру назвал журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахид Киришчи, сообщает Сабах. Министр отметил, что финансовые потери одного только управления водных ресурсов в Турции могут возрасти, когда придет время начинать полив пассивных площадей с помощью системы подачи воды под давлением. Кроме того, пострадавшие из-за бедствия регионы стали производить на 40% меньше продукции на экспорт. По словам Киришчи, доля переживших бедствие провинции в общем объеме турецкого экспорта составляла порядка 15,5%, однако сейчас снизилась до 10%. В свою очередь, 7 марта представитель программы развития ООН Луиза Виттон сообщила журналистам, что в результате землетрясения Турции нанес ущерб на $100 миллиардов.
Винтон уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенной стихией без учета сирийских разрушений. Районы на севере-западе Сирии также серьезно пострадали от катаклизма. Обе озвученные чиновниками цифры значительно превышают сделанную ранее предварительную оценку Всемирного банка в 34,2 миллиарда долларов. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписанное соглашение с Российской Федерацией о перераспределении доли России в Евразийском банке развития, передает корреспондент РИА Новости. В январе Совет ЕАБР одобрил перераспределение уставного капитала между участниками банка, в результате чего часть, принадлежащая России пакету акций, составляющую 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государственными участниками. В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается до 44,78%, 65%, 97,61%. Одобрит предложение о заключении соглашения между правительствами Армении и Российской Федерации о купле-продаже доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития. Поручить министру финансов Республики Армения организовать подписание международного договора, говорится в постановлении, проект которого представил глава Минфина Ваге Аванесян. В обоснованиях проекту отмечается, что после приобретения 64 тысяч акций стоимостью 64 миллиона долларов доля Армении в капитале ЕАБР составит 4,22%. По итогам перераспределения доля других государств-участников в оплаченном уставном капитале ЕАБР будет следующая. Казахстан 37,28,65%, Киргизия 4,22,91%, Белоруссия 5,21,21% и Таджикистан 4,25,55%.